столице Северной Осетии впервые прошел международный кинофестиваль «Кинобарс». Если раньше Владикавказ становился лишь одной из площадок для проведения таких событий, то «Кинобарс» стал первым организованным полностью в Осетии. Его идейным вдохновителем и президентом стал Алан Тогузов, известный широкой публике по роли Тагари в популярном сериале «Кармелита». В фестивале были представлены короткометражные фильмы, снятые в России и странах ближнего зарубежья. В рамках фестиваля, кроме показов, прошли и мастер-классы для актеров, режиссеров и продюсеров. Фестиваль стал отличной площадкой для молодых кинематографистов. Начинающий режиссер Борис Акопов приехал в Северную Осетию с дебютным фильмом. Борис – выпускник Всероссийского государственного института кинематографии. Свой короткометражный фильм «Рай» он снял для дипломной работы. Как он признается, он рад представлять его на Остинской земле. Я привез сюда свой дипломный фильм. Я закончил в ГИК, мастерскую Шпа и Фенченко. И в 2017 году я защитился с фильмом «Рай». Это дипломная картина. Мое кредо – это то, что, вы знаете, очень много мнений и выводов, которые делают люди, просматривая подобного рода картины. Это не очень жанровая картина, это скорее авторская такая работа. И не хочется говорить, я снимал о том-то, 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 потому что это может не сойтись с мнением зрителя, который тоже ее посмотрел. Мне кажется, все равно мы все разные, все смотрим разные фильмы, и все находим какие-то личные моменты в картинах. Я сейчас Каннский фестиваль прошел, и все российские критики ставили оценки каждому фильму на Каннском фестивале от 1 до 5. И там 11 человек участвовало в этой таблице. И они не сходились во мнениях. Кто-то ставил единицу, кто-то ставил 5. И там нету вообще, они даже в их, понимаете, в их стане нету единогласия, единодушия. То есть кто-то видит картину, да, Мостовитова, известного конкурсного кинорежиссера. И тем не менее, один ставит единицу, другой говорит шедевр. Я еще сценарист этого своего же дипломного фильма. И, честно говоря, сценарий переписывался бесконечное число раз. То есть он сначала это все мутировало в течение какого-то времени, общения с мастерами, он ломался, приходили другие персонажи, ситуации. То есть это как бы такой продукт, который не то, что я когда-то задумал, и потом следующим шагом его сделал. Это продолжительный процесс был. То есть я сейчас не могу найти этих корней, из чего первая история, из чего это все вырастало и переросло в то, что мы видим. Это сложно. Причем, вы знаете, можно писать один фильм, снимать другой, а на монтаже получится третий фильм. Это такая особенность кинопроизводства. Еще один дебютный фильм представила режиссер Наталья Комарова-Лавенская. По ее словам, в последнее время стали реже снимать фильмы для детей, поэтому она решила посвятить свою работу именно этому направлению. Мой фильм называется «История конца, которой нет». Это некий proof of concept, либо тизер, трейлер будущего полного метра. Это сказочная история про мальчика, недопонятого окружающим миром, который находит отдушину в книгах, и его хранитель волшебной книги, волшебной лавки избирает в качестве избранного героя, который в последующем будет активным персонажем сказки. На мой взгляд, в нашем российском кино не хватает юношеских и детских фильмов, не хватает сказок, их практически не снимают. И моя миссия, мое призвание, с которым я поступала в школу, с которым я работаю сейчас, я хочу снимать фильмы для подростков, для детей, для молодежи, которая сможет посмотреть те фильмы, на которых воспитывались мы, подобные «Гарри Поттеру», «Властелину колец», которые были бы интересны как детям, так и взрослым. Завершился фестиваль в воскресенье 2 июня. Сейчас мы находимся возле Остинского театра имени Тхапсаева. За моей спиной с минуты на минуту начнется закрытие кинофестиваля «Кинобарс», который в течение недели проходил в городе Владикавказ.
Жаркий июньский день. На площадке перед входом в Осетинский театр постепенно собирается публика. В толпе мелькают лица известных кинематографистов. Среди них идейный вдохновитель фестиваля, актер, режиссер, продюсер Алан Догвузов. По его словам, он давно мечтал провести кинофестиваль в Осетии. И благодаря гильдии кинорежиссеров России, главе республики Вячеславу Битарову, Министерству культуры Республики Северная Осетия Алания идея претворена в жизнь. Ну, у нас же всегда был Владикавказ центром кинематографии на Кавказе, и поэтому захотелось состоять в таких старых добрых традициях кинематографа. Для того, чтобы развиваться, нам нужно проводить мероприятия. Почему сразу не сделать большой амбициозный шаг? Привлечь в республику очень много внимания, много кинематографистов и попробовать расширять свои границы. Как отметил Алан Догвузов, североостинский кинематограф имеет богатую историю, и киноиндустрию необходимо продолжать развивать, открывать новые имена в кинематографии. Я никогда просто так ничего не делаю. Захотелось сделать кинофестиваль, не просто так сделать, лишь бы был праздник, лишь бы была красная дорожка. Нет, это прежде всего образование. Мы должны давать образование тем, кто к нам приезжает, чтобы они делились своими эмоциями, своими знаниями с теми, кто их ждет здесь. Если нам это интересно, мы это будем проводить. Если есть такой интерес. Если же просто праздник, то это тоже действительно красиво. На 4-5 дней делать кинофестиваль раз в году, это, конечно, замечательно. Звезды театра и кино, деятели искусства прошли по красной дорожке. Их встречает ведущий Руслан Кабалоти, который представляет выходящих из автомобилей гостей и для каждого находит теплые слова. Среди гостей не только представители искусства, но и известные люди из мира спорта, политики. Среди них осетинский борец, депутат Государственной Думы Артур Таймазов. Сейчас по красной ковровой дорожке проходят известные кинорежиссеры, продюсеры, актеры, которые приехали на первый Владикавказский кинофестиваль «Кинобарс». Они в течение недели представили 19 кинолент. И вот сейчас на закрытии фестиваля выберут лучшие из лучших. Завершился первый фестиваль в Североостинском государственном драматическом театре грандиозным мероприятием с участием звезд североостинской эстрады государственного академического ансамбля «Алан». Мероприятие открыл заслуженный артист Южной Осетии Вано Бекоев. Участники кинослета с замиранием сердца ждали результатов. Торжественная обстановка, звучат фанфары и имена тех, кто удостоился наград. Победителей на фестивале было много в разных номинациях. Специально к кинофестивалю подготовили специальные статуэтки в виде барса, древним историческим символом Осетии, который изображен на гербе как Северной, так и Южной Осетии. Лучшим фильмом была признана лента молодого режиссера Бориса Акопова «Рай». Как говорит наш девиз, звезда кино светит ярко, вперед тропою кинобарса! Всех участников первого кинофестиваля наградили грамотами и статуэтками. Я получила этого замечательного барса в номинации «Лучший кинопродюсер». Это очень приятно, очень неожиданно и дает большой аванс, чтобы стараться и создавать лучшее кино с каждым разом. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Аким Салбиев отметил, что все представленные киноленты были интересны и достойны наград. Было обязательно послание, что жизнь не заканчивается сегодня. Я не люблю, когда наотмашь и вдребезги заканчивают молодые свои мысли. Но я думаю, это детская болезнь, юная болезнь у них пройдет. Фестиваль завершился показом драматического фильма Сергея Дворцевого «Айка». Завершился самым масштабным во Владикавказе фестиваль в сфере кино. Определены лучшие киноленты. Церемония получилась очень насыщенной. Участники и организаторы кинофестиваля выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным.